Бүгін Питреш мұқтасибәті бізге 10 тоннаға яқын ғышыр садақасы жіберді. Алланың рахматы болсын. Мында енді көбісінше бәрәңгі һәм ғадәттәгечә өстенә салалар. Анда қабақ, суған, қияр, шигендер һәм башка тишер кебек яшелчәләр. 10 тонна ғышыр садақасын біз 300-ге яқын гаиләгә таратырбыз дип торабыз. Менә мондый балалар белән укудан чыккач, хәзер инде каяда укымыйбыз бит. Укуны бетердек, тамамладык. Шунарга күрә постоянно өйдә утыргынча, менә безгә бик зур рәхмәт. Закат фонды һәр вакыт мероприятиялар ясый безгә, менә занятиялар ясый. И былай да булыша. Дәүләт обязательно обязан смотреть за нашими детьми. Отправлять ежегодно их в санатории. 2 раза в год отправлять на реабилитацию. Потому что бубаларга лечение обязательно керек. Должен открывать Казанда реабилитационные центры. И не просто там для адаптивных, именно чтобы медикаментозно они могли лечиться. Массаж, оборудованиелар белән, потому что балалар бар, колясочниклар. Ярар, Аллага шөкер, менә минеке җыри башлады да. Бит колясочниклар бик күп. Алар бит үсәләр, аларны күтәрергә кирәк, аларны вот ничек юасың? Бездә бит оборудованиелар юк. Мин бик күп беләм менә колясочникларны, әниләре күтәрәләр. Менә 22 яшьтә күтәрәләр аны. Аны ванныйга салып юарга кирәк, аны күтәреп чыгарырга кирәк. Бөтенесенә бит әни кирәк. И причем безгә платят 1200. Разве это возможно такое? Нужен достойный уход. Почему москвичи по 2 раза в год ездят на реабилитацию, по 2 раза в год в санаторий ездят, а мы по 4-5 лет не можем съездить в санаторий? Это же ненормально. И они причем ездят, ведь они ездят на море. То на Кавказ ездят, то на море ездят. Мы же разговариваем с ними. Мы же общаемся, мы со всей страной общаемся. Почему без ФСС постоянно? Вот нет контрактов, нет денег поступления, ничего нет, когда все говорят, есть. Почему? Все у нас поставлено на деньги. Это просто так не должно быть. Это именно такие социальные слои населения, очень незащищенные. Мало того, что они не защищены финансово, они очень сильно страдают морально, потому что зачастую матери детей-инвалидов, они воспитывают детей одни. В 95% случаев отцы семейства покидают данную семью, и мать остается один на один с диагнозом ребенка и с тяжелой дальнейшей жизнью. Вообще раздача гушер садаки всегда у них вызывает большое количество эмоций. Даже когда они разбирают картофель, тыкву, кабачки, они уже комментируют, что они будут из этого готовить. Они обмениваются рецептами, тут же записывают. Эльза уехала в Америку, у нее 2 детей. Здесь она не могла добиться перенос. Она также носила в ванную, да, таскала этих детей. А там, говорит, приехали из соцслужб, никакой ИПРки не спрашивали, сразу перенесли, переноску привезли и сказали, что вы, говорит, вы себя пожалеете, вы мама. Без слов привезли. Так у нас ИПР в переноске ни санстулья, ни лежаки для купания не вписаны даже. Вот такого ребенка как может мама постоянно носить? Это же вообще кошмар. О чем думает наша? Но сегодня у нас есть только пенсии, есть компенсация по уходу за инвалидом. Пенсия маленькая, половину пенсии я отдаю за коммуналку, компенсация мало. Чиновникам я предлагаю пожить на пенсию 12 000 рублей в месяц, так же, как живем на нее мы. И вообще хоть раз прийти к нам в дом, посидеть на тех стульях, которые выдают, на тех колясках, которые нам не выдают ФСС, на тех подгузниках, которых нам ФСС не выдает, либо на тех остатках, которые остались еще с начала года. И хоть раз проехаться на инвалидной коляске по городу и испытать, что такое доступная среда в вашем понимании на самом деле, насколько она именно угрожает здоровью и жизни вообще людей с инвалидностью. О том, что жилые дома не приспосабливаются под доступную среду. Попробуйте, выжите на 12 500 в месяц.